Исполнилось 60 лет со дня рождения выдающегося музыканта, педагога народного хомяжи и заслуженного артиста России Кангорола Ондара. В памяти тувинцев он навсегда запомнился энергичным, задорным и вечно улыбающимся человеком. Судьба отмерила ему только полвека, но даже этого хватило, чтобы стать народным любимцем. Далее Идегел Намдан. Mr. Kangorol Ondar. Хомей существовал задолго до рождения Кангорола Ондара, однако словосочетание «народный хомяжи» у многих тувинцев ассоциируется именно с этим человеком. И неспроста. В сложные 90-е он снискал любовь и признание в Америке и Европе, записал звездные дуэты, побеждал в престижных премиях, а главное смог рассказать о древнем искусстве всему миру. Кангорол Ондар с детства был энергичным и неугомонным мальчиком. В школьные годы не пропускал ни одного творческого или спортивного мероприятия. Мать артиста не может вспоминать сына без слез. Он с 5 лет был шустрым и неусидчивым ребенком, всегда где-то участвовал. Еще малышом он мечтал управлять самолетом и говорил, что будет всех нас возить. Простите, не могу говорить о нем дальше. Так и случилось. Конечно, самолетом не управлял, но жизнь была гастрольной. Нескончаемые перелеты, съемки и выступления на разных площадках мира. Все это будет, но до успеха Кангорол Ондар учился в Ленинградской творческой мастерской при Ленконцерте. Затем отслужил в армии, потом учился в Кызылском пединституте. Желание стать артистом его никогда не покидало. В 1989 году вместе с Кайгололом Хавалыгом, Геннадием Туматом и другими создал фольклорный ансамбль «Тыва». Успехи у него огромны, просто это невозможно оценить, невозможно даже вот охватить, объять невозможно. Где он только не был, на каких уровнях он не работал, сложно сказать. Это узнаваемый бренд. Кангорол Ондар выпустил 6 компакт-дисков, которые вошли в музыкальные чарты Америки. Он стал признанным артистом, народным хомяжи, отличником физической культуры и спорта и заслуженным работником образования. А в 2000 году Кангорол Борисович стал лауреатом престижной премии Грэмми. В этом же году фильм «Блюз Чингисхана» с его участием был номинирован на «Оскар». Но, вероятно, даже не в этом было его главное достижение. Он единственный озаботился о том, чтобы у него были ученики, то есть продолжение традиции. Поэтому он в школе искусства открыл вот этот класс хомея. Хороший учитель объясняет, выдающийся показывает, а великий учитель вдохновляет. Вот так емко можно описать педагогическую деятельность Кангорола Ондара. Он вдохновил десятки ребят на то, чтобы стать хомяжи. Сегодня одни ведущие представители национальной музыки Тувы. Это очень великое наследие он оставил. Одни его ученики чего стоят. Одни все народные хомяжи и все дальше развивают наше вокальное искусство, а также Центр тувинской культуры, который он инициировал, и все это открылось же. Многие привыкли видеть в нем большого артиста, у которого бурная жизнь. Нет, это только образ. Дома Кангорол Ондар становился любящим отцом и мужем. Например, я допоздна работаю, я прихожу домой, он все приготовит. Еду. Он даже полы вымоет, понимаете? Вот такой человек. Да, некоторые думают, наверное, ничего. Он просто обыкновенный земной человек. Кангорол Ондар всегда мечтал, что в один день все представители национальной музыки обретут свой дом. Мечта сбылась в 2008 году. За 4 года в Кызыле построили Центр тувинской культуры, в котором сейчас творят ведущие фольклорные коллективы республики. Сегодня ученики Кангорола Борисовича продолжают его дело, а центр успешно выполняет свою функцию, сохраняет и приумножает тувинскую культуру. В этом году ему бы исполнилось только 60. Идегел Намдан, Кежик Пайкара, Владимир Дангак и Рестанов. Вести ТВ.